телезрители! Сегодня мы поговорим с вами о пневмонии. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что в течение последнего квартала этого года отмечается значительный рост заболеваемости пневмонией и в Российской Федерации, и в Чувашии, и у нас в Канаше. По Российской Федерации повышение заболеваемости пневмонией составляет до 40%. Чаще пневмонией болеют в холодное время года, с ноября по апрель. По сравнению с прошлым годом заболеваемость у взрослых в Канаше выросла на 20%. У детей почти в 3 раза. Основной пик заболеваемости пришелся на 4-й квартал этого года. Значит, заболевших детей 70% это школьники, 20% воспитанники детских садов и 9% неорганизованные дети. Тяжелых случаев и смертельных исходов не зарегистрировано. Так что же такое пневмония? Пневмония – это воспаление легких, воспаление легочной ткани инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол и развитием в них воспалительной эксудации. Возбудителями пневмонии чаще всего бывают бактерии, вирусы, реже грибы. Пневмония различается по классификации на внебольничную, которая развивается у детей и взрослых, не имеющих заболеваний, внезапно, и госпитальную или нозокомиальную. Мы будем говорить о внебольничной пневмонии. Чаще пневмонией болеют все-таки дети и взрослые со сниженным иммунитетом, либо с хроническими заболеваниями, имеющие сопутствующие заболевания, имеющие очаги хронической инфекции. Значит, люди курящие, страдающие алкоголизмом и наркоманией. И чаще среди детского населения чаще заболевают все-таки дети организованные, посещающие детские сады и школы. Типичная пневмония характеризуется резким повышением температуры, ознобом, появлением мокроты с отделением гнойной мокроты, могут быть боли в грудной клетке, может быть одышка, потливость, резкая слабость. Диагноз пневмонии устанавливается при наличии нескольких симптомов и изменений при обследовании. Основным диагностическим методом, подтверждающим диагноз пневмонии, является рентгеновский. Это рентгенография грудной клетки или флюорография грудной клетки, на которой выявляются очаговые или инфильтративные изменения. Легкие формы пневмонии можно лечить амбулаторно. Но опять же это все решает врач, как лечить, чем лечить. И очень важно, чтобы вовремя пациенты обращались за медицинской помощью в данном случае. Настораживающими или угрожающими симптомами, когда надо срочно и обязательно обратиться к врачу, это высокая температура в течение 2, 3, 4 дней и более, и появление одышки, особенно появление одышки. В этом случае обязательно надо обратиться к врачу, потому что чем раньше начинают лечить пневмонию, тем лучше результат. Единственным надежным методом профилактики пневмонии является вакцинация. И поскольку большинство пневмоний вызывается пневмококком, у взрослых это 76%, у детей 94%, созданы вакцины против пневмококков. Они есть уже сейчас, и в прошлом году они включены в национальный календарь профилактических прививок. То есть есть возможность сделать прививки у нас тоже против пневмококковой инфекции. Планируются они в национальном календаре с 2 месяцев. Прививаются и взрослые пациенты. Мы имеем сейчас вакцину Prevnar 13, созданную в Соединенных Штатах Америки, и имеем опыт, небольшой, правда, прививок пациентов, страдающих хроническими заболеваниями легких. В качестве средства, повышающего неспецифический иммунитет к пневмонии, к гриппу и другим вирусным инфекциям, в настоящее время рекомендуют применение витамина D. Применять его рекомендуют в течение всего года, но особенно в то время,
которые и пневмония встречается чаще, и в то время, когда мы практически не видим солнце, с октября по апрель. Витамин D применяют сейчас в комплексной терапии туберкулеза легких, вирусных заболеваний печени и прочих заболеваний. Он является многофункциональным гормоном, повышающим естественный иммунитет. Но в заключение мне хочется пожелать всем крепкого здоровья.